Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Последние тенденции. Мы прививаемся не ради QR-кода. Это факт. Мы прививаемся ради своего здоровья. Что происходит в республике с разными видами заболеваний, узнал Дмитрий Аренин. За использование качественных материалов, интересные архитектурные решения и комплексный подход к благоустройству. Больше будет качественных объектов и общественных, и жилых, тем комфортнее будет жить в нашем городе. В Казани подвели итоги конкурса на лучший объект. Какие здания самые интересные, расскажет Вероника Гайнудинова. В бассейн, невзирая на недуг. Поплыл Саша года 2 или 3 назад. Как прошли соревнования по плаванию для особенных детей, увидел Рамиль Галиулян. Почти 100 метров ткани из Италии и России. Все для национальной премии «Булгар Радиуса». Будет уделено внимание именно национальным традициям. Чем в этом году будут удивлять артисты со сцены, увидела Алия Хайрудинова. Введенные в Татарстане антиковидные ограничения дают свой результат. Впервые за последние 11 недель в республике наметилось снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня заявили в Республиканском Роспотребнадзоре. Вместе с тем специалисты фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Минздрав же Татарстана обеспокоен низким числом ревакцинированных. Повторную прививку сделали всего около 80 тысяч человек. Как будут продлеваться QR-коды переболевших и какие антиковидные правила будут действовать на новогодних праздничных мероприятиях, обо всех тенденциях Дмитрий Аренин. Впервые за последние 11 недель отметили некоторые снижения заболеваемости, снижение недельного темпа прироста на 5,5%. Сегодня в Татарстане выявили 236 новых случаев коронавируса. Свои результаты дают введенные антиковидные ограничения и вакцинация. На сегодня коллективный иммунитет достиг 67%. Снижение, в принципе, обусловлено всеми возрастными группами. Вместе с тем заболеваемость среди лиц старше 60 лет остается на высоком уровне, к сожалению, пока. И здесь мы особой тенденции к снижению не видим. И, безусловно, вот это снижение – это результат совокупности мероприятий. При этом Минздрав Татарстана обеспокоен низкими темпами ревакцинации. Повторную прививку сделали всего около 80 тысяч человек. Поясним, что к 1 апреля в Татарстане вакцинировались более 133 тысяч жителей. К октябрю все они должны были привиться повторно. Будете ревакцинироваться? Через год, как QR-код кончится. Вот есть какое-то убеждение, что ли, у человека. Не хотят идти. Но это неправильно, конечно. По-моему, если логично рассуждать, то самый оптимальный вариант – это делать все по правилам. Тем более у нас колоссальный исторический опыт в этом смысле. А специалистам надо верить. В Минздраве подчеркивают, даже при том, что QR-код у переболевших будет продлен с полугода до года, этим людям все равно нужно сделать прививку. Также через полгода после прививки необходима ревакцинация. Мы прививаемся не ради QR-кода. Это факт. Мы прививаемся ради своего здоровья. Прививаться необходимо раз в полгода. Это аксиома. QR-код будет действовать, но еще раз, это очень тоненькая дорожка. Если у меня появляется QR-код, это что значит? Мне вакцинироваться не надо? Это неправильная позиция. Одновременно с вакциной от коронавируса можно сделать прививку от гриппа. Он уже обнаружен в республике. Идет и рост заболеваний ОРВИ. Вирус гриппа циркулирует, и в дальнейшем мы ожидаем также увеличения циркуляции вирусов гриппа. Роспотребнадзор продолжает проверять, как в заведениях торговли и общепита соблюдаются антиковидные меры. Нарушения выявляют на каждом 5-м объекте. Штрафуют и приостанавливают работу. Надзорные органы посетили кондитерскую на Серова, куда клиентов пускали без QR-кода. Накануне прошла проверка. По поводу кафе хочу сказать, что QR-коды, наличие QR-кодов прописано еще раз в постановлении правительства республики. На новогодние утренники в детских садах Роспотребнадзор рекомендует пускать только одного родителя с QR-кодом.
Лицам старше 60 лет, конечно же, не рекомендуем посещать утренники. Также дети из семьи, если они не посещают эту группу, тоже. И сторонние организаторы не допускаются в детский сад, я имею в виду аниматоров. Примерно через неделю в республике должны определиться, как будут на новогодние праздники работать рестораны. В минувшем году им разрешили принимать посетителей и в ночное время. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня казанское кафе, которое пускает посетителей без проверки QR-кодов, снова посетили полицейские. Владельца заведения на месте не было. У девушки, которая представилась помощником руководителя, взяли объяснительную, почему кафе продолжает работать без проверки QR-кодов у посетителей, то есть вопреки положениям постановления правительства Татарстана. Накануне в это кафе уже приходили с проверкой ряд надзорных органов. Сотрудники Минэкологии составили протокол по статье 20.6 Кодекса об административных правонарушениях. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Материалы должны быть переданы в Вахитовский мировой суд. После сегодняшней проверки будет составлен второй протокол. Он также отправится в суд Фемида и решит, что грозит владельцам кафе: штраф или более жесткая мера. За нарушение антиковидных мер и несоблюдение постановления Кабинета министров Республики Татарстан в отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный материал по части 1 статьи 20.6 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Сегодня президент Рустам Минниханов дал поручение премьер-министру Алексею Песошину провести служебные проверки в министерствах по делам молодежи и лесного хозяйства. Накануне стало известно, что в этих ведомствах выявили факты коррупционных нарушений. Так, республиканская экспертная группа по вопросам антикоррупционной политики изучила взаимодействие Минмолодежи с фондом «Салят». Фонд полностью субсидируется из бюджета республики. Ежегодно это порядка 115 миллионов рублей. Внимание правоохранителей привлекли закупленные для проведения форума в Белярске палатки. В ходе проверки выяснилось, их закупочная цена была превышена на 2 миллиона 380 тысяч рублей. Когда мы приехали туда и посмотрели именно вот эти палатки, оказалось, что это вовсе не те палатки, не «Арсенал-30», да, который стоит 119 тысяч рублей. А были палатки более дешевые, да, и фактически подрядчик, который в фонд их поставил, он приобрел их по цене 85 тысяч рублей. Несколько нарушений в части неэффективного использования бюджетных средств было выявлено и в Минлесхозе. Так, в Приволжском лесничестве руководитель создал подконтрольную организацию, которая вырубала лес на его же территории. По словам правоохранителей, налицо конфликт интересов. В Кайбецком лесхозе за счет средств бюджетного учреждения отремонтировали внедорожник премиум-класса. Нарушения были выявлены и в охотхозяйствах. Установлено, что для ряда объектов не пересчитывалась арендная плата. До 2019 года стоимость 1 гектара лесного участка для этих нужд составляла 3 копейки. С 2019 года, если на территории участка находится охотничья база или вольер, плата выросла до 3527 рублей за гектар. А, к примеру, такое крупное охотхозяйство, как Алексеевск-Дорстрой, за 11 тысяч гектаров платило всего 800 рублей в год. Этот проект освоения лесов, он прошел государственную экспертизу. Сотрудники министерства его подписали. Но, тем не менее, с 2019 года за 11 тысяч гектар платили 800 рублей. А если ставка с 2019 года только по доход хозяйства 3527 рублей за гектар, вы представляете, в какую сумму это может выйти? Это миллионы рублей. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 3 врачей Лениногорской ЦРБ. Это заведующий отделением травматологии, врач-анестезиолог и травматолог. Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью пациента и халатности. По версии следствия, пострадавшего доставили с переломом ноги. В итоге он лишился обеих ног, был поражен спинной мозг. Причастность к совершению преступления медики не признали, однако следствием собрано достаточно доказательств и дело направлено в суд. Потерпевший бывший военный прошел Чечню, имеет госнаграды и благодарность президента России. Во время следствия выяснилось, у мужчины нет своего жилья, квартиру снимает с матерью. Руководитель татарстанского следкома Валерий Липский попросил главу Лениногорского района поддержать инвалида. Ему купили квартиру, следком обставил ее мебелью и передал в дар электрическую коляску. Как татарстанские предприниматели отбиваются от уголовного преследования? Что парализует бизнес и почему обыски равносильны погрому? Читайте в интернет-газете «Реальное время».
В Татарстане ухудшается погода. Завтра ожидаются мокрый снег, дождь, туман, сильная гололедица, усиление ветра до 18 метров в секунду. Госавтоинспекция просит водителей передвигаться на максимально разрешенной скорости и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Сегодня в России День неизвестного солдата. 3 декабря 1966 года, в канун 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата торжественно захоронили у стен Московского Кремля в память о советских воинах. В Казани их память сегодня почтили в Парке Победы. Цветы к вечному огню возложили члены молодежных патриотических движений, юноармейцы, поисковики, росгвардейцы. Великая Отечественная война, которая прошла, мы должны, уважаемые друзья, ее помнить и передавать из поколения в поколение, потому что она была народная. И мы никогда не забудем тех солдат, которые погибли за нашу Родину. Мы возложили цветы к вечному огню, а также сказали те имена, которые за этот год войсковыми отрядами удалось вписать в историю. Миссия молодежи — помнить эти имена и делать все, чтобы мы знали каждого нашего солдата. Дань уважения, глубокий почет. Мы все живы, мы здоровы, мы победили благодаря всем, кто принял участие в этой войне. Необычный подарок в этот памятный день получил ветеран Великой Отечественной войны Равиль Хакимов. Уникальный проект «Краски Победы» придумала казанская художница Екатерина Манько. Сейчас вместе с детьми она пишет портреты героев и дарит их ветеранам. Здравствуйте, Равиль Геннадьевич. У нас замечательный творческий проект «Краски Победы». Торжественно строгий образ героя теперь на холсте. Особенно приятно получить такой подарок от детей. По задумке проекта «Краски Победы» каждый ветеран Великой Отечественной войны получит свой портрет. Сегодня трогательный подарок вручили 95-летнему Равилю Хакимову. Вся молодость моя, все мои лучшие года прошли в советской армии. Поэтому, значит, я все время вспоминаю о своей службе. И снится эта служба, и встречаюсь я со своими сослуживцами во сне. Я ребятам желаю именно, чтобы они следовали нашей премии, учились на хорошо, на отлично, стали настоящими людьми нашей России. Мы рисовали портреты, потому что очень хотелось поздравить, они то есть воевали за нас. Ну, то, что они вот держались, и вот мы получили такое, то есть светлое небо. И поэтому очень хотим их порадовать картиной и поздравлением. «Краски Победы» – необычный проект. Его автор – казанский художник Екатерина Манько. Портреты ветеранов пишут и дети, и взрослые. Первыми принять участие решили ребята из российского движения школьников и юнармии. Я уже долгие годы работаю в сфере искусства, привожу художников и международные делегации в наш потрясающий город Казань, в Республику Татарстан, в районы Татарстана. У нас осталось огромное количество картин, произведений, которые мы захотели подарить и порадовать наших замечательных ветеранов. Затем мы поняли, что, конечно же, всех картин недостаточно будет, поэтому решили создать портретную галерею. Сейчас самый такой отрадный момент, когда мы можем радовать наших замечательных ветеранов, и это бесценно смотреть на их теплый отклик, добрые слова. Почувствовать себя художником здесь может каждый. Достаточно немного терпения и чуть-чуть свободного времени. Проект «Краски Победы» открыт для всех неравнодушных сердец. В этой студии никогда не бывает пусто. Школьников сменяют студенты. Вечером на их место приходят взрослые. Проект настолько полюбился казанцам, что приходят семьями. Ее работа, которую она организовала вместе с юными художниками, это замечательная, очень необычная и очень полезная и нужная нам, ветеранам, и нашей молодежи. Потому что мы должны гордиться своей отчизной, своими людьми прежде всего, своими героями. Уже написано 300 картин, пишут по фотографиям. Их предоставляет Союз ветеранов и Минсоцзащиты. Часть портретов будет выставлена ко Дню Победы. Тагир Валиди, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Нестандартные архитектурные решения, использование качественных материалов, отражение национального колорита в здании. Эти и другие критерии учитывали в конкурсе на лучший объект Казани. Сегодня назвали победителей. На конкурсе рассматривали объекты, которые появились в последние 5 лет или находятся на стадии проекта. Какие здания стали самыми лучшими и с какими сложностями сталкиваются архитекторы, узнала Вероника Ганудинова.
Особняк Стахеева в самом центре Казани. Здание построено еще в начале 20-го столетия. Сегодня здесь находится Союз композиторов Татарстана. 5 лет назад особняк отреставрировали, а сегодня здание признано лучшим историко-архитектурным объектом Казани. Первое место занимает особняк Стахеева, город Казань. Лучшие жилые дома, общественные здания, торговые центры, арт-объекты, зоны благоустройства. В конкурсе участвуют уже реализованные и только согласованные проекты. Это больше 100 объектов от 41 компании. В номинации «Лучший объект благоустройства». В главных номинациях проекты уже готовы. Лучший объект благоустройства – озеро Комсомольское в поселке Дербышки. Детские и спортивные площадки, хорошее освещение и нетронутая природа. Благоустроили его в 2020-м. Над проектом общественного пространства работали совместно с жителями. Хотелось оставить вот тут всю красоту, всю природу внешнюю, что там сейчас есть, и сделать чуть получше для жителей, для природы. В номинации «Новая жизнь объекта» победитель культурный центр «Сайдаш». После реконструкции он открылся в декабре 2019 года. Архитекторы сделали его многофункциональным. Лучшее общественное здание. Награждают и лучшие жилые комплексы. Победители – застройщики, которые уделяют внимание комфорту жителей. Есть те, кто сразу на территории разбивают парки и скверы, строят места отдыха для жителей. Такие соревнования стимулируют архитекторов и застройщиков качественнее проектировать и реализовывать проекты, говорят организаторы. Основной наш заказчик вообще-то это житель города, да? И чем больше будет качественных объектов и общественных, и жилых, тем комфортнее будет жить в нашем городе. Не стоит жизнь в Казани. Порадовало количество молодых, мне, как мэру, незнакомых лиц, архитекторов, которые уже всерьез проектируют и реализовывают объекты в нашем городе, в нашей столице. Архитекторы признаются, сложности в проектировании есть. Учитывать нужно своеобразие и отражение национального колорита города. Стилевое решение, комплексный подход к благоустройству территории. Основная сложность – это то, что сегодня мы проектируем и строим уже в плотной сформировавшейся застройке. Застройка зачастую разношерстная. И первое – это плотность застройки. Второе – это сети, конечно же, потому что не везде есть возможность заказчику получить то, что он хочет, даже если есть участок. Конкурс впервые проходил 5 лет назад. Был перерыв, теперь его планируют проводить чаще. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани прошли соревнования по плаванию среди детей с ограниченными возможностями. Водная преграда покорилась 50 ребятам. Организовал старты Республиканский центр заботы. Специалисты говорят, вода и общение – лучшие лекарства для таких детей. Рамиль Галюлин о безграничных возможностях. 13-летний Саша метр за метром покоряет водную гладь бассейна. Плавать он научился лишь 2 года назад. Мальчик – инвалид с рождения. Свой недуг – детский церебральный паралич – преодолевает через спорт. Вода очень важна, она расслабляет мышцы. Во-первых, для иммунитета хорошо, Саша мало болеет. А во-вторых, ему нравится, то есть приятно, полезно. В соревнованиях участвуют полсотни детей с ограниченными возможностями здоровья. Возраст, как и диагноз, разные. Но каждый из них может проплыть 25 метров без посторонней помощи. У Сабины мышечная слабость. Под водой все ограничения словно исчезают, говорит ее мама. Сначала учились держаться на воде, дуть в воду. Ну и постепенно осваиваем и другие, то есть, стили плавания. Все ребята – подопечные центра для детей-инвалидов «Забота». Они давно показывают своим примером. Их диагноз не приговор. Упорство и силу духа делают ограниченные возможности безграничными. Соревнования проходят в рамках декады инвалидов. Есть такой даже метод аквареабилитации, когда через движение в воде увеличивается и объем движений. Сами мы знаем, что масса тела в воде гораздо легче. Проходят занятия с тренерами, с инструкторами по плаванию. И дети даже, которые не держат голову, не держат спину, они начинают плыть буквально второе занятие. На 16 муниципальных объектах у нас предоставляется бесплатное время для тренировок для детей, взрослых с ограниченными возможностями здоровья. В рамках декады инвалидов у нас на наших объектах, муниципальных объектах спорта пройдут более 20 соревнований, мероприятий. Спорт стирает границы, говорят организаторы соревнования. И нет разницы, особенный ты или нет. Каждый участник здесь победитель. Рамиль Галиуллин, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Мы продолжаем следить за судьбой 11-летнего Марселя Салахуддинова. Напомним, мальчик сейчас проходит сложное лечение в Израиле. Его семья оплатить весь курс самостоятельно не может. Его стоимость около 15 миллионов рублей. С помощью неравнодушных людей уже удалось собрать большую часть денег. Но главное, что Марсель не сдается и не теряет веру в себя.
Например, мне зевать больно, кашлять больно и дышать. И все. Несмотря на боли, Марсель улыбается. Рядом мама, а значит, все будет хорошо. В Израиль они приехали 3 недели назад. Здесь нашлись врачи и технологии, чтобы помочь мальчику одолеть страшный недуг. Клиника отправила Марселя в гистологию, которая была третья операция, частички с ноги, в другую клинику. Когда произойдет этот результат, это будет примерно в конце декабря. Тогда они смогут нам подобрать лично по его вот этой мутации биологическое лечение. Мы уже рассказывали. Весной прошлого года Марсель повредил ногу. Гематома долго не проходила. Обследование показало саркома кости. 3 операции не дали результата. Ногу пришлось ампутировать, но метастазы проявились в легких. В Израиле мальчику сделали переливание крови, компьютерную томографию. Впереди генетический анализ. Лечение и проживание обойдется в 15 миллионов рублей. 13,5 уже собрали. Мы включили пока только 1 месяц на проживание, потому что не знаем, сколько мы здесь будем находиться. Это может быть и месяц, и 2, и полгода. Пока вот остаток по сбору 2 миллиона 421 тысяча. Для семьи Салахутдиновых это неподъемная сумма. Родители мальчика просят о помощи всех неравнодушных людей. На экране реквизиты банковской карты и номер телефона мамы Марселя. Тагир Валиди, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Победил в конкурсе, стал студентом КФУ. Казанский федеральный университет запустил проект «Тархан», победители которого будут зачислены на целевые места в Институт международных отношений. В конкурсе могут принять участие школьники 10 и 11 классов, а также студенты средних образовательных учреждений со всей страны. Чтобы принять участие в проекте, нужно пройти отборочные задания на сайте проекта до 31 декабря. Далее выберут 48 претендентов. В следующем этапе они сыграют в интеллектуальную игру, по итогам которой в финале окажутся 6 человек. 3 призеров станут обладателями главного приза – зачисление на профиль «История тюркских народов» Института международных отношений КФУ на бесплатной основе. Вопросы, которые мы формируем и будут задаваться участникам, касаются самых широких областей историко-культурного наследия. В дальнейшем данная программа предполагает широкое развитие. Это и летние школы для школьников, которые хотели бы участвовать в этих конкурсах. Это разработка заданий вместе с педагогами наших школ. Что общего между итальянскими тканями, Национальным музеем и музыкальной премией «Болга-Радиуса»? Звезды татарской эстрады готовятся к событию года. Зрители ждут новые песни и красивые образы. До начала 1,5 недели ведущие церемонии впервые примерили свои наряды. 100 метров ткани украсят национальными узорами и украшениями. Что вдохновило дизайнеров и чем еще удивят зрителей, организаторы шоу узнала Алия Ахрудинова. С национальными орнаментами это платье вообще заиграет, да, Луиза? Ее голос узнают многие радиослушатели. В этот раз ведущая «Болга-Радиуса» Эльвира Вильдан готовится ко встрече со своими слушателями не на радиоволне, а на голубом экране. В этом году она ведущая национальной музыкальной премии. Отдельное внимание на образы артистов и ведущих шоу. Чтобы они увидели всю эту красоту, не только слушали вот красивую музыку, но и увидели то, что мы действительно национальное радио, татарское радио. Вот наши эскизы, и в основном в каждом образе будет присутствовать национальный орнамент. 30 артистов, 30 песен, 30 уникальных образов. Эскизы были готовы 2 месяца назад. Ткани заказали в Италии. В основном это бархат, атлас, шифон. Все, что при пошиве часто использовали татары. Вдохновением считается для нас это книги, это история, музеи, там, где мы можем увидеть начало, то, с чего все начиналось, и уже передавать именно в том видении, в котором видим мы. В этом году «Болга-Радиуса» сделает акцент на национальные мотивы, не только в одежде. Пока сюжет сценария держат в секрете. Организаторы обещают, вспомнят все. И традиции, и народные песни, и присущий только татарам монг. Праздник песни зрители увидят 11 декабря в прямом эфире на нашем телеканале. В основном все номера, все песни в этом году сложились очень мечтательные, очень романтичные, очень добрые. Возможно, это подсказывает само время, что люди хотят больше доброты, больше какой-то отзывчивости друг к другу, какого-то внимания. Вот, поэтому такое все очень милое, душевное. Изю, Калфак, Камзолы. Национальная премия «Болга-Радиуса» в этом году проходит вновь в онлайн-формате. Но, несмотря на это, артисты тщательно готовятся и хотят порадовать зрителей не только красивыми песнями, но и национальными мотивами в одежде. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. На этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте и Инстаграм. До встречи.
В студии София Егорова. Здравствуйте. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца декабря доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. Еще один аномально теплый зимний день ожидается в Татарстане. По данным сервиса Яндекс.Погода, предстоящие сутки в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево облачно. Жителей ждет снег с дождем и тепло, плюс 2-3 градуса. Ветрено и сыро в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Температура значительно выше нормы, до плюс 4 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачно, стоит ожидать мокрый снег и порывистый ветер. В Арске, Кукмаре и Волтаси температура повышенная, до плюс 3-4 градусов. Ожидается мокрый снег. Облачно в Болгаре, Дрожжином и Буинске. Ожидается сильный ветер и до плюс 4 градусов днем. В Альметьевске, Чистополе, Мадыше пройдет снег с дождем. Днем очень тепло. В воскресенье начнется похолодание, а пока температура превышает норму на 5-6 градусов. Гиделикс – капли сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Когда болезни позвоночника атакуют, искажается работа мышц и осанка, ухудшается кровообращение, страдают внутренние органы, возможен даже паралич. Боль сообщает: пора начать лечение в Доктор Ост. С помощью новейших технологий Доктор Ост создает условия, когда грыжа сама исчезает без следа. Уходит боль и скованность движений. Доктор Ост. Лучшая клиника по лечению позвоночника. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани будет облачно, пройдет снег с дождем. Ночью и днем около 3 тепла. Ветер юго-западный порывистый до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.